То есть это конкретно его... Про поток. Мы сейчас поговорим с Борей Райтшустером. Борис Райтшустер, известный германский журналист, который препарирует западную политику в отношении России. Как раз про потоки, да? Здравствуй, Борис. Привет. Вот мы же помним это разговор с Меркель сначала, потом разговор с Столтенбергом, который, в общем-то, не отвечает за политику Германии, и он как-то получил, в общем, от Трампа немножко не по адресу, на тему того, что, понятно, бюджет НАТО, это один вопрос, но вот вы же хотите, чтобы мы защищали вас от России, и сами хотите спонсировать Россию через Северный поток-2. И я вот ждал, что скажет после этой встречи с Путиным по поводу Северного потока Трамп. И он как-то все это спустил совсем на тормозах, отдал на откуп типа Меркель. Вот ты, как германский журналист, вот как ты оцениваешь результат именно вот в этой части этого саммита? Ну, это очень странно, и иногда думаю, что действие Трампа, наверное, лучше психолог может оценить, нежели журналист. И тут опять вопрос, было это серьезно или нет, потому что то, что он до саммита говорил по отношению к Меркель, и то, как он сейчас себя ведет и вел на саммите, это диаметрально противоположно, мне кажется. Очень такой тонкий момент в Германии, что даже многие из так называемых Путин-ферштея, как тут называют тех, кто поддерживает его, в том числе наш президент Франк-Вальтер Штайнмайер. И многие из них, они сейчас говорили, что это предательство Трампа, хотя про Трамп, в принципе, то же самое говорит, что все время эти Путин-ферштея говорили. То есть тут какой-то когнитивный диссонанс получается. Но я так понял вот по результату, да, что, ну, опять, это мое личное мнение, мне кажется до сих пор, что и со Столтенбергом это был спектакль такой, рассчитанный на такого создание имиджа крутого парня в отношении Европы, да, ЕС. А по факту, мне кажется, он кивнул Путину и подмигнет Меркель насчет Северного потока, несмотря на все его разговоры про экономическую конкуренцию, газовую. То есть, в принципе, как бы вето американского на этот поток-2 не будет. Как твое мнение? Очень похоже. И, например, наш коллега Люк Хантинг, он же написал книгу «Предательство» о том, что, по его мнению, у русских очень сильные рычаги влияния на Трампа. И если мы предположим, что это правда, тогда у Трампа сейчас было бы большое задание, чтобы это не очень очевидно стало. И если думать, как он бы себя вел, если у Москвы было бы сильное влияние, а он хотел бы от этого отвлекаться, то, по-моему, именно так он себя вел. То, что ты называл спектакль со Столтенбергом, то, что он до этого предупредил, то есть как бы для публики немножко как лев орал, а потом приземлился, как это шерсть, которая перед кроватью лежит. Понимаешь, прыгал как лев, а приземлился как шкура, такая украшающая. Спасибо, Борис. У нас остается минута до конца программы. Я люблю Бориса Райтшустера. Читайте все его не только за его тексты, но и за его эпитеты, и сравнения, и метафоры, которые на блестящем русском языке может говорить.